الله أكبر الله أكبر الله أكبر Бисмилля, салату вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами. Славами ля иляхаилляллах, Мухаммад Расулуллах. Алхамдулилля, по милости Аллаха, мы вновь с вами встретились. По милости Аллаха, Он даровал нам свою милость прийти еще раз к Нему в гости. То есть мечеть – это дом Аллаха, где мы можем к Нему приблизиться, почувствовать спокойствие и насладиться поклонением. И это милость Аллаха. И мы за это Аллаха Субханаху ва Тааля должны, конечно же, благодарить. Как Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ла-ин шакартум ла азиданнакум». То есть, если вы будете благодарны, я вам воздам еще больше. Из-за этого за каждую милость мы должны быть благодарны. Мы должны видеть это. Но, к сожалению, многие из нас, то есть я сейчас не говорю те, которые присутствуют здесь, из людей, начинают ценить блага, милости Аллаха, ни'аматлярны, когда? Когда мы потеряем это. Когда только человек теряет, вот тогда он начинает ценить: смотри-ка, как же надо было. Из-за этого однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вот так вот собравшись, задал вопрос: «Маниль муфлис?» Кто такой банкрот? И сахабы, они начали говорить: банкрот – это тот человек, у которого было имущество, и он потерял его, обанкротился. Что-то случилось, потерял. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет, вы ошибаетесь. Банкрот – это тот человек, который будет стоять перед вратами рая. И вот он сейчас должен войти. Он думает, что да, я же намаз зачитал, я ураза держал, садака давал. Все, значит, иншаллах. Но подойдет один человек и скажет: помнишь, ты мне не додал. Второй подойдет: помнишь, ты меня обозвал. Третий подойдет: помнишь, ты договор не выполнил. И вот так люди будут подходить до тех пор и забирать у него самое драгоценное. Что это? Это его награды. Аджир саваб. Если вот сейчас к вам подойдут на улице и скажут: ну-ка, дай-ка телефон свой. Скажешь: ты что, это мой телефон. Я тебе не дам. Ну, в судный день не получится так сказать. Человек из-за своих поступков, он будет лишаться самого драгоценного. Иногда бывает такое: ладно, что там, 50 рублей. Да ладно, что там 100 рублей. Мелочь, пустяк. Но вот эти вещи человека могут погубить. И когда у него уже не останется ничего из благого, а люди еще будут подходить и говорить, тогда ему придется забирать чужое, чужие грехи. И вот потом ему придется отвечать за это. Из-за этого мы должны подумать, посмотреть. Да, я прихожу в мечеть, я читаю намаз, я пощусь, даю садака, но где-то, как-то, кому-то не сказал ли я какое-то тяжелое слово? Не обидел ли я его? Все ли я ему додал? Или когда ты кого-то нанимаешь на работу, даешь ему, да, и говоришь: ты доволен этим или нет? Вот в чем дело. Потому что
Если мы все это будем оставлять на потом, на судный день, то тогда человек может оказаться банкротом. Из-за этого давайте просить у Аллаха, чтобы Аллах не сделал нас банкротом. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда сын Адама просыпается утром, то все части его тела обращаются к кому? К чему? К его языку. Язык, который находится за зубами, за губами, да, и говорят ему. Если ты будешь прямым, что это означает? То есть, если ты будешь говорить благое, то тогда мы тоже будем прямыми. Но если ты будешь искривляться, то и мы искривимся. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля даровал нам этот язык. Но если мы не будем занимать его благим, то тогда он займется греховным. Почему? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, говорит в другом хадисе, язык является причиной большинства грехов. Большинства грехов. Из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, говорит, «Ман кана ю'мину биллахи валь йаумил ахир, фальякуль хайр, ау лиясмут». Кто уверовал в Аллаха и в судный день, то пусть говорит благое или же молчит. Вот. Лучше промолчи, не говори ничего. Потому что, когда человек что-то скажет, говорят же, слово «не воровей», вылетит не поймаешь. На самом деле так. Как только ты произнес что-то, то все, ангелы сразу же записали в твой дневник, который ты в судный день получишь, откроешь его и ужаснешься. Что я натворил? Что я наделал? И не зря в сунне приходят читать по пятницам суру Кахф. Там много пользы, да? Но одно из них что? Вот там именно приходит. Когда человек возьмет свою книгу, свою, не чужую, это ты написал ее. Своими словами и делами. Откроет и ужаснется. Что там? Вот бывает, здесь родители сидят, да? Когда ты идешь на собрание, на родительское, в школу или еще куда-то, да? Когда твоего сына или дочь хвалят, ой, как приятно. Йөрәккә мой кебек ята. Шулай бит? На самом деле приятно. Но когда начинают твоего сына или дочь, ну, скажем, ругать, мягко говоря, то ты иногда готов провалиться под землю. Вот здесь ты отвечаешь за сына или дочь, правильно? Но книгу, которую записывают ангелы, записывают не просто так, а только из-за тебя. Ты сделав, ты сказав. Из-за этого мы сейчас, вот сегодня уже, какой таравих? 18-й. То есть еще чуть-чуть, и все. Месяц Рамазан ушел. А все мы, конечно же, мечтаем, чтобы в конце Рамадана, когда он уйдет, мы хотим оказаться с белым листом, чтобы наша книга была чистая, наше сердце было чистым от грехов.
Мы желаем, стремимся. Из-за этого должны делать причину, просить у Аллаха. Потому что наш намаз, наш пост, наша садака, наша дуа, какое оно? Иногда мы говорим: я 20 ракаатов отстоял. Капитальный красавчик. Я целый джуз прочитал. 20 страниц. Но знаете, иногда бывает, лучше бы ты 2 ракаата прочитал, но именно как положено. Иногда бывает, лучше ты прочитай 1 страницу, но с смыслом, с пониманием, чтобы потом в дальнейшем вот этими страницами ты мог жить. Из-за этого, если посмотреть на сахабов, на табиайнов, на наших предшественников, да, они много не говорили. Они что делали? Да, они делали дела. А мы сейчас чем отличаемся от них? К сожалению, на сегодняшний день мы много говорим, но мало делаем. Очень мало. А мужчина, он не должен просто говорить, а он должен доказывать делом. Из-за этого, чтобы не оказаться банкротом, чтобы мы получили нашу книгу с правой стороны, открыли и радовались, и говорили: смотрите, вот же, к чему я стремился, смотрите. Вот к чему мы должны стараться, стремиться. Из-за этого иногда бывает такое, то, что, да, может быть, тебя не по праву там что-то сделали. Может, когда вот ты с кем-то споришь, да, или тебя кто-то ругает, не по праву. Ничего страшного, промолчи. Оставь этот спор. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: когда тебя кто-то ругает или что-то делает, скажи: ана саим, я пощусь. Почему? Потому что ты знаешь, если сейчас ты начнешь отвечать, то твоя награда, она на глазах начнет уменьшаться. Как однажды одного сахаби начали ругать. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стоял и улыбался. Но когда вот этот сахаби начал отвечать, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, разгневался и ушел. И тогда этот сахаби его встретился и задает вопрос: когда, говорит, меня ругали, ты, говорит, стоял и улыбался. А когда я начал, говорит, отвечать, ты, говорит, разозлился и ушел. Почему? В чем суть? И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что ему сказал? Когда, говорит, ты проявлял терпение, ничего не отвечал, на твоей стороне был кто? Ангел. Но как только ты развязал свой язык и начал отвечать, вместо ангела подошел шайтан. Из-за этого мы вот в этом месяце должны научиться себя контролировать, свои органы. Из-за этого надо нам постараться. Да, уже 18-й день прошел. Уже человек к этому месяцу привык. Да, уже человек привыкает. Уже ценность не ощущается так. Но когда останется 2-3 дня, человек: смотри-ка, 2 дня всего лишь осталось. Все, он начинает опять начинает ценить. Но уже может даже не успеть. Из-за этого, альхамдулилля, скоро начнется бассейн 10 ночей, ночь предопределения, и мы к этому тоже должны готовиться. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, готовился, он еще сильнее затягивал свой изар.
становился еще щедрее. Из-за этого давайте постараемся. Будем просить у Аллаха не быть банкротом. Потому что если этот месяц Рамадан пройдет, а мы не добьемся успеха, то кто будет виноват в этом? Никто иной, как только я. И больше никто. Из-за этого, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи сказал, человек, который не достиг магфира, прощения Аллаха, то он будет в убытке. Давайте просить за себя, за друг друга, чтобы Аллах субханаху ва тааля принял наши дела, укрепил наши сердца, простил нам наши грехи, и как вот здесь собрал Он, пусть также соберет в райских садах Фирдаус. Субханаллах бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфиру билlah. Джазакум Аллаху хайран. الله أكبر الله أكبر الله